Сегодня мы расскажем и покажем вам знаменитую автомобильную трассу Кульджа – Монгол-Кюре, которую называют «Маленькая Дуку», имея в виду легендарную трассу Майтак – кучер в уйгурской автономии. Она проложена глубоко в горах Тиньшаня и не уступает своими пейзажами трассе Дуку. Она не такая длинная, как Дуку, но тоже позволяет увидеть всю крутизну Тиньшаня, чистоту снежных гор и романтику степей. Эту трассу называют обязательным к посещению раз в жизни. Открыта она всего около 4 месяцев в году. Если вы планируете автопутешествие по уйгурской автономии, то вы не пожалеете. Мы расскажем о трассе Кульджа, Монгол-Кюре. Общий обзор, красивые виды для фото, развлечения вдоль дороги. Трасса Кульджа, Монгол-Кюре – это автомобильное шоссе номер 237. Она начинается на севере от второго моста через Илидарье в городе Кульджа и идет на юг до уезда Монгол-Кюре. Ее длина – 122 километра. Это часть древнего шелкового пути, так называемой древней конной дороги. Это древний маршрут перегонки лошадей, по которому везли знаменитых небесных коней из Сюань-Фергана еще до нашей эры. На этой трассе очень много крутых поворотов в горах, всего более 190. Особенно захватывающая знаменитая навесная дорога над пропастью. С одной стороны крутая скала, с другой – бездонное ущелье. Выше – перевал Энгелит, что на уйгурском означает «перевал на вершине». Его высота более 3000 метров. Даже летом на вершине может идти снег, а ветер очень сильный. На всей трассе только по 2 полосы в каждую сторону. Из-за узости дороги останавливаться где попало нельзя, но на основных участках есть специальные парковки. Первая – смотровая площадка у белой каменной вершины. Это символ трассы Кульджа, Монгол-Кюре. Белая каменная вершина – главный пик гор Усунь. Ее еще называют серебряной вершиной Усуни. Серовато-белые известняковые скалы сияют на солнце, а вокруг – полевые цветы и снежные горы, слои и контрасты очень богатые. Тысячи лет белая каменная вершина стоит величественно и безмолвно, но люди у ее подножия из поколения в поколение рассказывают ее историю. В преданиях народа Сиба она своей справедливостью победила всесильного черно-белого демона, проложив людям путь к свободе и счастью, но на ее теле навсегда остались глубокие царапины от когтей демона. Второй пункт – тот самый перевал Энгелит, высочайшая точка трассы – 3091 метр. С перевала видно, как дорога лентой спускается в степь Монгол-Кюре, а вдали угадываются очертания Илийской долины и панорама лесопарка Чон-Багриси. Далее Волчья долина, она же конный завод Илийского края. Это около десятка больших и малых песчаных долин. Почти 1 миллион гектаров природных высокогорных пастбищ. Летом там невероятно красиво. Цветы всех цветов радуги, разбросанные по зеленой степи, пастухи пасут скот, а вдалеке снежные горы и леса, удивительная смесь свободы и романтики. В конце дороги, перед Монгол-Кюре, с июля по август, сплошные поля цветущего рапса и перилы. Фоном служат снежные горы, любое фото получается как обои. Если просто проехать с легкими остановками, это займет 3-4 часа. Если захотите глубже изучить, закладывайте около 6 часов. В высокий туристический сезон на трассе много машин и людей. Также есть ограничения. Разрешены только автомобили с количеством мест не более 7. Дом на колесах только длиной до 6 метров. С 9 вечера до 9 утра движение запрещено. Ночью может быть опасно, крутые склоны. При сильных дождях, снеге, тумане, ветре или оползнях временное ограничение, проезд запрещен всем. Время открытия. Обычно с начала июня по начало октября. В 2025 году дорогу открыли 15 мая, в этом году ожидают в конце мая. Но все зависит от погоды и состояния дороги. Заправок и зарядок для электрокаров на трассе нет, берегут экологию. Трасса короткая, обычной заправки хватает. С сотовой связью тоже нестабильно. Кругом горы. Ресторанов нет, но на стоянках есть лотки с уйгурскими шашлыками, лепешками, печеным картофелем, лапшой, фруктами. Ночевать на трассе тоже негде, все ночуют в Кульдже или Монгол-Кюре. После основного отрезка трассы, из Монгол-Кюре на юг, есть замечательное продолжение – снежные ледники, луг и степи.
Южное продолжение – от уезда Монгол-Кюре до пограничного перевала Мустак. Длина около 105 километров. Там много интересного. Прежде всего, культурный парк «Небесные кони Монгол-Кюре», где разводят породистых лошадей, шоу-джигитовки и можно самому покататься верхом. Затем водно-болотный парк, знаменитый ежедневным представлением «Небесные кони переходят реку». В июле-августе море цветов, можно покататься на лошадях и прочувствовать кочевую культуру. Далее главная жемчужина – национальный лесопарк древней дороги Сита. Это важный проход на древнем шелковом пути. Говорят, по нему шел монах Сюаньцзан. Леса, снежные горы, ручьи, ледники, полевые цветы – все как в сказке. Кроме того, там есть древний город Сита. Это крупнейшее и лучше всего сохранившееся древнее городище в долине реки Текес. Руины Бома, также известное как город монголов. Во времена государства Усунь, по преданию, китайская княжна, которую выдали замуж за жестокого местного царя Ними, нанесла удар кинжалом своему мужу, остановив его зверство. С тела на горе Гэден, во время подписания Илийского договора, этот пограничный камень с надписью на 4 языках стал одним из веских аргументов возврата этих территорий. С севера на юг трасса, естественно, вписывается в маршрут по Илийскому краю. Высота поднимается постепенно, визуальные впечатления нарастают. Чем дальше, тем круче. Трасса Кульджа-Монгол-Кюре – это не просто маршрут, это реальная романтика уйгурской земли, мужество над пропастью и исцеление под снежными горами. 122 километра вместили 4 сезона Тяньшаня и всю красоту уйгурской автономии.